На База ТВ время новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Их семьи продолжают ждать, а общество помнить. В Сухуми прошли памятные мероприятия, приуроченные к Международному дню пропавших без вести. В Абхазии проходят первые международные учения специальных подразделений групп быстрого реагирования судебных исполнителей и приставов. Сдать объект планируется уже к концу ноября. В новом районе Сухума проводится полная реконструкция сквера. «124 человека до сих пор числятся пропавшими без вести со времен Отечественной войны народа Абхазии. Их семьи продолжают ждать, а общество помнить. В Сухуми прошли памятные мероприятия, приуроченные к Международному дню пропавших без вести. В церемонии приняли участие вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, члены правительства, руководство столицы, родственники пропавших, военнослужащие и общественность. Как это было в репортаже Заура Кварчи. В годы Отечественной войны народа Абхазии без вести пропали 171 человек. За 3 десятилетия удалось установить судьбы лишь 47 из них. Но в списках по-прежнему остается 124 имени. Для их близких надежда не угасает ни на секунду. Международный день пропавших без вести напоминает всему обществу о судьбах тех, чьи имена пока остаются незакрытой болью. Памятные мероприятия начались в Парке Славы. Родные пропавших, ветераны, представители власти и общественных организаций возложили цветы к мемориалу павших в Отечественной войне. Продолжился вечер в фойе Абхазского драматического театра. Здесь открылась выставка фотографий, каждая из них напоминает о человеке, судьба которого неизвестна. Фотографии стопкой стоят у камина, там, где тлеет надежда, как свет уголька. Столько было пустых обещаний, и от пролитых слез солонела земля. И не хочется с ними прощаться, отпуская навеки, не зная куда. Двери дома родного открыты, только мать, ожидая, стоит у окна. Столько кануло лет, но они не забыты, и летят, словно птицы, на свет маяка. От имени государства к собравшимся обратился вице-премьер правительства Тараш Хагба. Он подчеркнул, что вопрос поиска пропавших без вести остается приоритетом, и эта работа будет продолжена. Дорогие матери, родственники, я уверен, что только общими усилиями возможно завершить работу по поиску без вести пропавших, и это является священным долгом каждого из нас. Мы понимаем, что эта работа требует огромного терпения, настойчивости и чуткости. Это долг нашей памяти, долг перед теми, кто отдал свои жизни за свободу и независимость Абхазии, долг перед их семьями, которые имеют право знать правду. О важности сохранять надежду и объединять усилия говорила и председатель движения матерей Абхазии Гули Кичба. Здесь сидят представители движения матерей, и в частности вообще все, кто семьи погибших, они все члены движения матерей. Вот мы все вместе, все эти 33 года посвятили, можно сказать, свою жизнь и до сих пор этому посвящаем, поиску пропавших без вести и моральной поддержке семьям погибших и семьям пропавших без вести. 33 года кропотливо движение матерей ставило на всех уровнях вопрос поиска пропавших без вести. Вы знаете, что это было нелегко сделать в связи и с политическими обстоятельствами, но мы всегда говорили нашему руководству, что здесь должен быть человеческий фактор, потому что боль матери одинакова.
Работу по установлению судеб пропавших ведут совместно Международный комитет Красного Креста, государственные структуры и общественные организации. Как отметил глава абхазского представительства МККК Чингиз Раимбеков, только сотрудничество и постоянное внимание к проблеме дают шанс семьям получить ответы. Ведь каждый человек, неважно, пропавший без вести, живой или мертвый, он по себе представляет целую вселенную со своими родными, со своими друзьями, со своим прошлым, где-то со своим будущим, где-то это будущее, к великому сожалению, оборвалось или замерло, или замерзло. Мой краткий посыл бы заключался в следующем: пожалуйста, семьи, пожалуйста, присутствующие, ни в коем случае не забывайте о без вести пропавших. Пожалуйста, не теряйте, не переставайте надеяться, верить. И самое главное, давайте не будем переставать вместе предпринимать все нам посильные и непосильные действия для того, чтобы каждая семья получила ответ. Завершением вечера памяти стал показ документального фильма «Без вести, без права на прощание». Его автор, корреспондент ГТРК Гукуца Вардания, рассказывает истории семей, которые десятилетиями живут в ожидании вести от своих близких. Мы все время ждали, что у нас кто-то придет и обязательно уведет куда-нибудь. У нас 3-4 человека там было, и всех собрали, мужчин. Высаживался на вертолете на горе Ахбюк и пропал без вести. Пропал Вадим Владмиланов. Это племянник моего мужа. Он пропал. Сегодня в Абхазии все еще числятся пропавшими без вести 124 человека. Их имена — это не статистика, а чья-то жизнь и чья-то надежда, что однажды станет известна судьба каждого. Заур Кварча, Абазатовы. На площади Свободы состоялась международная акция «Огненные картины войны», приуроченная к годовщине окончания Второй мировой, сообщает пресс-служба Госкомспорта. Волонтеры выложили 10 тысяч свечей, из которых сложился символический рисунок, изображение памятника неизвестному солдату в городе Гагра и надпись «Абхазия помнит». Акция стала частью масштабного проекта памяти, который объединяет десятки городов и стран. Его цель – сохранить историческую память о подвиге защитников и жертвах войны, а также передать ее следующим поколениям. Организаторы абхазская ячейка волонтеров Победы и Госкомитет по делам молодежи и спорта при поддержке волонтерской роты Абхазии. С 4 по 7 сентября в нашей республике проходят первые международные учения специальных подразделений и групп быстрого реагирования службы судебных исполнителей Министерства юстиции Республики Абхазия, Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации и службы судебных приставов Министерства юстиции Республики Южная Осетия. Подробнее в репортаже Алисы Адлейба. Эти учения – дань памяти первому президенту Республики Абхазия Владиславу Ардзенба. Перед стартом учений к его мемориалу участники возложили цветы. В целом идея проведения подобных учений возникла после нашего очередного визита в Российскую Федерацию по приглашению руководителя Федеральной службы судебных приставов Дмитрия Васильевича Аристова на соревнования по комплексному единоборству. Вот в рамках нашего такого плотного, плодотворного взаимодействия пришла идея провести на территории Республики Абхазия вот такие вот масштабные первые учения. Основная цель проведения подобного рода мероприятий – это усиление слаженности сотрудников специальных подразделений в условиях, отличающихся от каждодневных условий несения службы. Министр юстиции Абхазии Андрей Барциц заявил, что планирует сделать такие сборы ежегодными и пригласить в будущем к участию команды из большего количества стран.
Он подчеркнул, что навыки, полученные на полигоне, очень важны для работы судебных приставов. План мероприятий разбит на два ключевых этапа, первый из которых составляет 2 рабочих дня. Первый день – это проведение стрельб, совместное проведение стрельб, обмен опытом и обмен навыками рукопашного боя. На втором этапе, который будет проходить, планируется штурм здания, в рамках которого, по легенде, обвиняемый в ходе судебного процесса завладел оружием конвойной службы и захватил в заложники участников судебного процесса. А следующий этап мероприятий будет подразумевать подъем в Кадурское ущелье. На полигоне участники учений из России и Южной Осетии. Как отмечает руководитель юго-осетинской группы Вадим Джагаев, для него очень важно, чтобы бойцы набрались опыта, усилили слаженность действий и взаимодействие с коллегами. Затем необходимо перенять полученный опыт и применить его к своим структурам. Хотим поблагодарить абхазскую сторону за приглашение на мероприятие. Для нас это большой опыт. Тем более российская сторона участвует. Но у нас на сегодняшний день в службе судебных приставов нету пока своего подразделения, спецназа так называемого. Но мы к этому идем, и как раз таки вот сегодняшний шаг приближает нас к созданию такого подразделения. На специально подготовленном полигоне бойцы демонстрируют навыки задержания преступников, освобождения заложников и координации действий в условиях, приближенных к боевым. Первые международные учения специальных подразделений и служб, судебно-исполнителей и приставов завершатся в Абхазии в это воскресенье. Алиса Атлейба, Инала Гухава, Абаза ТВ. Утверждены конкретные сроки исполнителей поручений президента. Во исполнение поручений главы государства Бадры Гунба Кабинету министров от 27 августа премьер-министр Владимир Делба подписал распоряжение. Документ определяет комплекс мер по развитию экономики, социальной сферы, здравоохранения, образования, молодежной политики, а также по обеспечению общественной безопасности и охраны окружающей среды. Сформирован наблюдательный совет конкурса «Гостеприимная Абхазия». В него вошли руководитель администрации президента Беслан Эшба, премьер-министр Владимир Делба, глава Минтуризма Астам Урлого, проректор АГУ Роман Дбар и предприниматель Валерий Кертбая. Совет будет контролировать объективность и прозрачность конкурса, обеспечивать независимую общественную оценку. Мы уверены, что благодаря авторитету и опыту членов Совета конкурс будет проходить максимально открыто, объективно и станет важным шагом в продвижении туристической отрасли нашей республики как одного из приоритетных направлений в развитии страны, подчеркнул Лого. Конкурс был запущен 7 августа по инициативе участников команды Абхазии. Он направлен на развитие туристической отрасли республики и реализуется совместно с президентской платформой «Россия – страна возможностей». Презентация проектов «Гостеприимная Абхазия» и «Новые медиа Абхазии» состоялась в Кварчале. Генеральный директор команды Абхазии Георгий Габуния рассказал о планах возглавляемой им организации, направленных на улучшение социальной среды и развитие человеческого капитала в регионе. Кроме того, в рамках презентации проектов «Новые медиа Абхазии» и «Гостеприимная Абхазия» в городе Гал министр туризма Астам Урлого выступил с инициативой реализации новых проектов в Галском районе с целью привлечения большего числа туристов. А координатор проекта «Новые медиа Абхазии» Артур Чекрян рассказал молодежи города Гал, как создавать и продвигать бренды с помощью медиа. Делегация Министерства здравоохранения Абхазии во главе с министром здравоохранения Эдуардом Бутбо принимает участие в 6-м международном форуме «Инновационная онкология», который проходит в Москве. В этом году форум посвящен памяти великого хирурга, директора Института онкологии имени Блохина в 2001-2017 годах, академика и президента Российской академии медицинских наук, наставника и учителя Михаила Давыдова. Организация безопасности движения в столице – прямая обязанность администрации города Сухум. Как удалось прекратить аварии на самых сложных перекрестках в городе, почему на улице Дзидзария и Эшба каждый день пробки и как это можно исправить, где в столице будут установлены светофоры с кнопками. На эти и другие вопросы отвечает директор Департамента организации безопасности дорожного движения Тимур Абгадж в репортаже Надежды Боровиковой.
Для обеспечения безопасного дорожного движения в столице работают 25 светофорных комплексов. Почти все они установлены в середине 2000-х и уже исчерпали свой ресурс. Контроллеры устаревшего образца не позволяют устанавливать новые программы, и в целом пришло время поэтапной замены светофоров. Начинаем с улицы Леона. До Нового года у нас будут заменены 3 светофорных объекта по улице Леона. До 1 сентября это Леона Ардзенба, потом, значит, следующий у нас участок Леона Лакоба, и потом следом за ним Леона Гуля. Улица Эшба с улицы Гумистинской на следующий год тоже мы уже запланировано в 2026 году как минимум 5 светофорных объектов в городе поменять, перевести их на новые модернизированные светофорные объекты, которые можно управлять с кабинета. Светофоры остаются самым эффективным средством снижения количества аварий в городской черте. Так, крайне аварийными участками долгое время были перекрестки улиц Воронова и Ардзенба и улицы Джонуа с проспектом Аяйра. После установки светофоров на этих перекрестках ситуация изменилась кардинальным образом. Первым этапом мы поставили, значит, ограничение односторонним движением, установили знак. Параллельно мы заказали, значит, оборудование и установили светофор на данном перекрестке. И с того момента, как мы установили там светофор, ни одной аварии на данном перекрестке не было. Потом уже жители этой улицы, этого периметра и горожане, очень много писем приходило и в мэрию, и ко мне. Попросили, чтобы знак мы сняли, и одностороннее движение, как и раньше было двухсторонним движением, мы фактически пошли по этому пути и открыли это движение. У нас был очень аварийный участок, проблемный, это пересечение улиц проспекта Яйра и Джонуа. Тоже очень много аварий было на день, на неделю, в месяц. И с того дня, как мы там установили светофорный объект, на самом деле, вот как бабка нашептала, говорится, ни одной аварии после этого там нету. Наиболее аварийными сегодня Тимур Абгач называет 2 перекрестка по улице Аршба. Один с улицей Гулия и кварталом ниже с улицей Ардзенба. Какие меры там будут приняты, пока вопрос открытый, но приняты они будут в течение этого года или в начале следующего. Сегодня у нас еще один больной перекресток, это улица Гуля и улица генерала Аршба, бывшая Сахарова. Там тоже частенько бывают аварии, тоже у нас сейчас схема на утверждение, тоже мы там имеем какое-то представление по решению этого вопроса. И в ближайшее время буквально мы этот вопрос тоже будем реализовывать и решать. Далее, значит, у нас перекресток улица Владислава Ардзенба и генерала Аршба перекресток. Тоже у нас получается 3 полосы. Идут в направлении по Ардзенба, потом правое расширение, потом опять идет на сужение. На этом перекрестке тоже у нас есть проект, как его реализовать. То есть у нас пока стоит вопрос об установке либо светофорного объекта там, либо большого лежачего полицейского. 2 вызывных светофора для пешеходов, иначе говоря, светофоры с кнопкой, уже приобретены и будут в ближайшее время установлены. Локации пока обсуждаются. Такое светофорное оборудование, оно удобно работать для пешеходов там, где одностороннее движение. У нас на рынке улица перекресток Ардзенба и Шамиля придет большой поток людей, пешеходов. Соответственно, все машины, которые стоят и пропускают пешеходов, ну, у нас же водители, кто-то по правилам едет, кто-то просто не видит пешехода. Если у нас там будет стоять такой светофор, соответственно, это облегчит движению, потому что уже пешеход будет организованно переходить дорогу. И еще у нас, помимо рынка, на 14-й школе на турбазе, постоянно у нас светофор работает, смысла нет. У нас там школа, у нас там движение, в принципе, без перекрестка, светофор работает без перекрестка. И планируем там тоже установить один из таких светофоров. Одной из наиболее перегруженных в Сухуми является улица Эшба, переходящая после ЖД вокзала в улицу Дзидзария. В пиковые часы пробка начинается у республиканской больницы и заканчивается у медицинского колледжа. Чтобы разгрузить этот участок, рассматривается возможность открытия старой дороги, соединяющей новый район и старый поселок. У нас есть дорога, уже заброшенная давным-давно эта дорога, она связывает старый поселок, как сегодня в народе называется, вообще-то железнодорожный поселок, и новый район. Дорога в упадшем состоянии,
Планируется, конечно же, эта дорога восстановиться. Мы в 2026 году уже рассматриваем варианты, как ее восстановить. Требует больших финансовых вложений, но она крайне необходима, потому что все жители нового района и железнодорожного района, так называемого старого поселка, которые хотят выехать и поехать в старый поселок оттуда или отсюда в новый район, они, естественно, вынуждены выехать на республиканскую дорогу на улице Ешба, попасть в этот затор, поехать туда, когда они могут безболезненно воспользоваться той дорогой, которую мы планируем, да, мы ее рассматриваем, мы ее планируем на 2026 год. Серьезные меры будут приняты, чтобы снять транспортное напряжение в районе республиканской больницы. Перенос въезда в больницу с улицы Эшба на улицу Героев-Пограничников немного облегчил ситуацию, но все же движение транспорта здесь остается затрудненным, а с завершением строительства детской больницы нагрузка на этот участок возрастет в разы. Мы там проводили неоднократно, очень много, значит, выезжали туда неоднократно и сотрудниками ГАИ, и сами анализировали вообще весь процесс, который сегодня сопутствует тому, что были такие большие пробки. Значит, причина ясна, все очень просто, и все это будет решено в короткое время. Все эти наши проекты, которые сегодня намечены, чтобы более, значит, ближе было к той теме, которую вы сегодня хотите услышать, и чтобы мы более вам раскрыли, я могу вам это сказать уже после того, как будет принят бюджет 2026 года. Наши горожане буквально в первое полугодие 2026 года они увидят огромные изменения именно на улице Эшба, на улице Дзидзария. Все вышеперечисленные изменения уже реализованы или планируются к реализации за счет собственных средств городского бюджета. Но и сами жители Сухума и представители бизнеса не остаются в стороне и оказывают посильную помощь городу. Могут скинуться на шлагбаум или лежачие полицейские, купить материал для точечного ремонта дороги или, как на улицах Гулия и Пушкина, профинансировать благоустройство и озеленение тротуарных зон. В этом году очень много работ уже сделано тех, которые были не запланированы, которые вне бюджета теми или иными силами, значит, горожанами нашими. Все те, которые болеют за город, принимали участие в реализации тех или иных проектов, которые реализуются на сегодняшний день в нашем городе. Учитывая, что в бюджете нету тех средств уже на сегодняшний день, чтобы реализовать тот или иной проект. Вот у нас сегодня буквально вот мы заканчиваем уже завтра, послезавтра ребята сдают. На вокзале тоже на выезде с улицы Бегуа, на Цезаре видели развязку, тоже сделали. Тоже приняли, значит, там участие непосредственно спонсорское. И таких проектов немало в городе, где принимают участие. И большая благодарность им за это. Сухум с каждым годом растет и развивается, увеличивается количество жителей и транспорта. Качественная аналитика и своевременное финансирование – все, что необходимо, чтобы город оставался удобным и безопасным для его гостей и жителей. Надежда Боровикова, Владимир Капуза, Абаза ТВ. Ферму обнаружили в Сухуме. Ее оборудовали в нежилом помещении на улице Назадзе, принадлежащем сухумчанке Инге Гаделия. Там работало 37 аппаратов, все они были подключены к сети, сообщили в ГТК. Гаделия рассказала, что купила оборудование через интернет без документов, подтверждающих таможенное декларирование. Свою вину признала полностью. Машинки изъяты, материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК. В Сухуме также изъяли 23 аппарата для добычи криптовалют. Фирма, размещенная в подвале на территории блочного цеха на улице Бейгуа, принадлежала Автандилу Чеже, сообщили в МВД. Оборудование изъято и помещено на склад Госстандарта. В новом районе Сухума проводится полная реконструкция сквера. Здесь частично заменили, но в основном убрали все подземные коммуникации, полностью меняют дорожное покрытие, оборудуют контактный фонтан, 3 детские площадки для разных возрастных групп, множество лавочек и шезлонгов. В западной части установят общественный туалет, а также высадят около 2000 новых растений. Об этом нашему каналу рассказали непосредственные участники строительства парка. Подробности в репортаже Марианны Котовой.
В сквере нового района Сухума идет капитальная реконструкция. Здесь изменится буквально все. И дорожное покрытие, и лавочки, появятся новые детские площадки, фонтан, общественный туалет. Станет больше зеленых растений. Строительство парка планируют закончить в конце ноября 2025 года. Примерно вот так он будет выглядеть, когда работы будут полностью завершены. Реконструкция парка – официальная подготовка площадок для проведения международного экофестиваля в рамках развития побратимских связей между городами Сухум и Нижний Новгород. Выполняет работы ООО «Зеленый проект», строительная организация из Нижнего Новгорода. По словам директора компании, они выполнили несколько сотен подобных работ в России. Но работа за рубежом – это совсем не то, что на родине. Об этом мы узнали в марте этого года. Честно, это было что-то нереальное. То есть мы не до последнего не верили, что это все срастется и действительно этот проект будет реализовываться. Проблемы были, особенно на первоначальном этапе, потому что, да, первый раз сталкиваемся, когда работаем в другом государстве. Но нерешаемых проблем нет. При большой очень поддержке администрации и Абхазии, да, города Сухум, и нашей тоже, Нижнего Новгорода. То есть все проблемы были решены, все налажено. Поставка материалов идет с территории России. То есть вот сейчас мы видим, здесь большое количество завезено покрытий для мощения. Это все мы везем с Новороссийска. Через границу проезд налажен. То есть, в принципе, никаких загвоздок, никаких проблем сейчас не испытываем. Все идет, все по графику, все с опережением плана. Строительство идет одновременно в разных частях парка. Вместо асфальта здесь будет брусчатка. Несколько слоев гравия и песка специально для лучшего поглощения влаги укладываются один за другим. На нескольких участках уже видно, как будут выглядеть дорожки после окончания работы. Работы были здесь начаты 20 июля 2025 года и завершатся ориентировочно 20 ноября текущего года. На данном этапе, как можем видеть, установлен бордюрный камень вдоль дорожек в объеме 70% и уложено около 20% брусчатки от общего объема. Я заметила, что здесь стало заметно выше, то есть насыпали грунт, подняли, уровень. Да, уровень здесь был приподнят в некоторых частях парка. Искусственного ограждения вокруг парка не будет. Но по периметру уже высадили кипарисы. Если деревья приживутся, то станут естественной преградой между пешеходной зоной и проезжей частью. Ландшафт парка тоже несколько изменится. Помимо существующих уже насаждений, у нас планируется более 2000 разных видов деревьев и кустарников в данном сквере. Решили сделать по максимуму зеленым, по максимуму зеленым этот сквер. Часто после дождя или прорыва трубы в зеленой зоне парка стояла вода. После реконструкции такого не будет, обещают городские службы. Все коммуникации выводятся из-под этой территории. Под сквером проходили коммуникации, которые были в аварийном состоянии. И было принято решение вывести их из парка. Они будут проходить вдоль дороги. Это новые коммуникации, которые будут укладываться вдоль дороги, чтобы в случае каких-то ЧП мы не затрагивали в дальнейшем парк и все работы проводили за ним. Чтобы во время строительных работ не повредить особо ценные экземпляры деревьев и кустарников, их закрыли фанерными экранами, а посадку пробкового дуба вовсе оцепили сеткой. Строители по максимуму постарались сохранить зеленые насаждения, те, что много лет росли в Новорайонском парке. Кроме того, здесь будет высажено, по их словам, более 2000 видов новых растений. Кроме того, здесь попытались сохранить редкий пробковый дуб. Для этого его специально огородили специальной сеткой, чтобы ни строительная техника, ни люди в процессе работы не смогли повредить этим деревьям. Сохранится и камень памятника погибшим во время Отечественной войны народа Абхазии бойцам, жителям нового района. По словам начальника управы номер 5 Эдуарда Хашба, это было принципиальным решением. Этот памятник был сделан в свое время после войны на народные пожертвования всем миром, всем новым районам, кто сколько мог, собирали. И вот этот самый камень, основание этого памятника, он, конечно же, останется во главе этого монумента. Плюс будет добавлены еще некоторые моменты, он будет более облагорожен, благоустроен. Но этот камень, как символ благодарности тем людям, которые сложили свои головы, он, безусловно, будет занимать центральное место в этом комплексе.
В Новорайонском парке полностью заменят освещение. Здесь появится 54 новых светильника, 3 детские площадки, зона тихого отдыха со столиками для домино и многочисленные лавочки и шезлонги. В сквере будет построены 3 детские площадки для разных возрастов. Будут установлены полностью новые малоархитектурные формы. Это разнообразные парковые скамейки, диваны. В зоне фонтана многоярусные лавочки, как в стиле амфитеатра, подвесные качели, теневые навесы для отдыхающих, для родителей, которые ожидают детей около детской площадки. В зоне кафе у нас установлена будет площадка «Парклет», так называемая. То есть это такое организованное место с уже композицией, собранной из лавочек, из каких-то деревянных элементов. Она будет крытая. Вот. Многочисленные теневые навесы по всей территории. Зона, где есть для тихого отдыха, где будут расположены столики, шахматные столы. Мы знаем, что здесь очень популярны игры в домино. Вот, именно для этого здесь было это установлено. Лавочки в виде амфитеатра будут установлены возле фонтана, который появится неподалеку от автобусной остановки на Пятачке. Это будет контактный фонтан с гранитным покрытием. Струи будут бить прямо из-под земли. В данном месте мы строим фонтан для пешеходной зоны. По нему можно будет ходить. То есть будут динамическое светоосвещение, несколько струй, тоже в динамике, музыкальное сопровождение. Для этого мы строим техническое помещение, для того, чтобы можно было круглый год спокойно обслуживать данный фонтан. Гранит выполнен с покрытием специальным, чтобы человек не подскользнулся, в случае, если он в любом случае будет намокать. То есть оно сцепление будет хорошее с любой обувью и так далее. Можно даже босиком. А электричество? Электричество полностью все изолировано и проведено под землей в техническое помещение. Просто я знаю, случай был в России, когда девочка погибла из-за того, что пробила изоляцию и током ударила. У нас есть заземление по всему периметру фонтана. Также в парке появится общественный туалет, но совсем не там, где планировали его установить до этого. Некоторое время назад вокруг Новорайонского парка были споры, нужен здесь общественный туалет или нет. При реконструкции парка приняли решение все-таки его построить. Он появится в западной части парка рядом с автомойкой. Реконструкция, озеленение, установка нового оборудования – это все очень хорошо. Но все это нужно будет эксплуатировать, то есть вовремя устранять неполадки, соблюдать чистоту и обслуживать. На это необходим бюджет. По словам начальника местной управы, эти средства будут. Все на связи, администрация города своевременно реагирует на возникающие вопросы, дают нам поручения. Так что я думаю, с этим проблем не будет, и с эксплуатацией, со всем остальным. По ходу строительства и реконструкции эти все вопросы обязательно будут решаться. Они все, как говорится, на карандаше у главы администрации. И я думаю, все будет нормально. Мы, в свою очередь, как жители нового района, на самом деле очень рады, что такой объект действительно вступает в силу. Хотелось бы еще раз поблагодарить и руководство Нижнего Новгорода, мэра, тех людей, непосредственно причастных к строительству этого объекта, руководство нашей страны, города, жителей нового района, которые от всей души сюда приходят, спрашивают, интересуются, подсказывают. Всегда это мнение будет учитано, потому что, как вы сказали, дальше нам здесь жить, дальше нам эксплуатировать и сохранить эту красоту. А уже какие-то средства в бюджет заложены для того, чтобы эксплуатировать парк? Ну, сейчас пока я на этот вопрос вам ответить не могу. Это все решается в администрации города. Естественно, все эти вопросы, безусловно, будут учтены или уже учтены. Официальные сроки завершения всех работ в Новорайонском парке подойдут в декабре. Но уже к концу ноября подрядная организация намерена сдать этот объект. Марьяна Котова, Владимир Капуза, Абаза ТВ. Хута Авицба – художник своей эпохи. Говоря о живописцах Абхазии 60-х, 70-х годов, невозможно обойти вниманием имя Хуты Авицба. Истинный певец абхазской природы и вечный труженик, он создал полотна, которые стали отражением времени и духа эпохи, в которой он творил, жил и черпал вдохновение. Его творчеству посвящен новый выпуск программы «Память о мастере». Проект реализован при поддержке «Аквафон», автор и ведущий Эльвира Арсалия, режиссер Виола Кокоскир. Совсем недавно произошло событие, которого ждали несколько десятилетий. Свои двери открыла Национальная картинная галерея после реконструкции и ремонта. Сегодня здесь в постоянной экспозиции можно увидеть работы художников 60-х годов.
Они жили и творили в одно и то же время. И создание Национальной картинной галереи было примерно в эти же годы. И сегодня можно увидеть в постоянной экспозиции картинной галереи работы тех художников, которые олицетворяли целую эпоху. Это 60-е годы прошлого века. Возобновляет свою работу художественное училище, которое было временно закрыто во время войны. Создается абхазское отделение Союза художников. И, конечно, это очень сильно повлияло на профессиональное сообщество художников, на их возможность развиваться. И сегодня здесь, в постоянной экспозиции картинной галереи, можно увидеть работы художников, которые олицетворяли целую эпоху. Это Хута Авицба, Николай Писарчук, Сергей Габеля и работы многих других художников. Несомненно, 60-е, 70-е годы для нас являются очень интересным периодом, когда мы исследуем или изучаем историю изобразительного искусства Абхазии. И сегодняшний свой выпуск мы посвящаем художнику, которого можно определить как художник, который отразил свое время. Несомненно, без него рассказ о том, как развивалось изобразительное искусство Абхазии в 60-е, 70-е годы, он будет неполным и недостоверным. Это художник Хута Авицба. Сегодня мы сможем посмотреть его работы и немного рассказать о них. При жизни Хута Туканович мечтал о галерее, где будут представлены исключительно его работы. Это было возможно, потому что он работал всю свою жизнь, работал в жанре исторической картины, портрета, пейзажной живописи. И, конечно, его работы могли быть представлены целой галереей. Но так сложилось, что этого не произошло. Но сегодня мы находимся здесь, картинной галереи, на выставке, первой выставке после открытия, где представлены работы пятидесятников, шестидесятников, которые жили и работали в одно время. И здесь несколько работ Хуты Тукановича, которые находятся в фонде картинной галереи. Новый выпуск программы «Память о мастере», посвященный Хуте Авицба, смотрите после новостей. Немного о спорте. Общественную организацию по развитию профессионального бокса «Апсны Боксинг» создали в республике. Цель – представлять Абхазию на международном уровне, повышать уровень профессионального бокса и создавать условия для подготовки спортсменов внутри страны, рассказал «Спутник» руководитель организации боксер Батал Чеже. Работа будет направлена на подготовку тренеров, поскольку профессиональный бокс кардинально отличается от любительского, добавил он. По словам Батала Чеже, планируется привлекать титулованных боксеров и их тренеров для прохождения подготовки в Абхазии. Сейчас о погоде. В пятницу 5 сентября в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый и умеренный, температура воздуха ночью от 17 до 22, днем от 25 до 30 градусов. Температура морской воды 27 градусов, волнение морской воды умеренное, относительная влажность воздуха от 70 до 90%. На этом выпуск завершен. За развитием событий следите вместе с нами. До новых встреч на Абаза ТВ.